Татарстане, поверьте, есть чему учиться. Второй день форума не менее значимый. Сегодня здесь обсуждают вопросы, которые касаются всего российского общества. Языки народов России, их сохранение и развитие – вот тема первой секции, которая прикована внимание экспертов. Так же, как и полилингвальным комплексом «Адамнар», которые начали работать в 2020 году. Если на Чукотке есть желание и потребность учить татарский язык, мы должны это обеспечить. А если вдруг в Татарстане появится, я не знаю как, но вдруг появится определенное количество людей, желающих учить чукотский язык, да, ведь мы, наверное, тоже должны это обеспечить. Но мне кажется, что после того, как у нас в конституционной норме появилось сохранение этнокультурного многообразия, и мы с вами большинством голосов проголосовали за эту норму, дальше мы будем потихонечку ее выстраивать. И вот этот вот прекрасный опыт полилингвальных комплексов, мне кажется, что он очень интересен для многих регионов России. В пример приводят и Татарстан с развитой системой дошкольного и школьного образования, где у ребят разных национальностей есть возможность изучать свой родной язык. Как будет успешен ребенок, зависит именно от нас. Сегодня как никогда судьба каждого ребенка зависит от мудрости и профессионализма наших педагогов. Федеральные эксперты фиксируют рост интереса российской молодежи к своим корням и языку. Об этом говорят цифры. По итогам прошлого года 65% учеников татар всей страны выбрали родным языком татарский. Похожая ситуация и с представителями других народов. Однако словарный запас у молодых людей все же меньше, чем у родителей. Практика показывает, что изучение родного языка у нас в Российской Федерации идет по модели английского языка Советского Союза. Согласны? Проблем даже нет. Нет мотивации, нет языковой среды. Улучшить ситуацию, считают эксперты, может интернет, а именно разработанные учеными и специальным преподавательским составом особые платформы для образования, по которым по одной и той же программе могут учиться как, например, ребята из Татарстана, так и ребята из других регионов России. Онлайн-образование – тема целой секции этого форума. Об онлайн-образовании здесь говорят в онлайн-формате. Еще раз подчеркивая, платформы для обучения должны составляться и утверждаться профессионалами. Не будем забывать, что онлайн-формы, семейные формы обучения для некоторых детей, для некоторых семей являются единственно доступными формами. Поэтому, конечно же, нужно, с одной стороны, работать над качеством онлайн-школ, над тем, чтобы верифицировать контент, который они предоставляют, но и помогать семьям и родителям выбирать действительно качественные онлайн-школы. На форуме сегодня и представители Луганской Народной Республики. По мнению председателя региональной общественной палаты, народам важно быть вместе. Казань – это некий такой пример сосуществования разных культур, вероисповеданий. И, конечно же, это радует. Что такое новые медиа и что такое традиционные медиа? Как наладить взаимодействие некоммерческих организаций и журналистов, говорят уже на воркшопе с участием федеральных и местных СМИ. С этим действительно есть проблема, потому что очень часто НКО не имеет возможности попадать как в региональную повестку, так и в федеральную. Есть много разных барьеров от медиакомпетенций, которых порой не хватает у людей, которые работают в некоммерческом секторе, до просто, наверное, в чем-то храбрости подойти к журналисту и заявить о своей теме. Форум для тех, кто действует, сейчас проходит на третьей площадке. В этом году члены общественной палаты уже встречались с экспертами и представителями общественности в Новосибирске и Липецке. Только в Казани форум стал международным. В его работе принимают участие представители 20 стран. Конечно, это наша жемчужина. Казань наша жемчужина. Здесь, наверное, на мой взгляд, один из лучших форумов в этом году и по качеству, и по количеству участников, по организации. Сегодня завершающий день форума. За 3 дня вопросы, волнующие всю страну, обсудили более чем на 30 площадках. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.